В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Путин призвал поддерживать семьи погибших героев СВО. Глава государства назвал создание лучших условий для героев СВО приоритетом. В Москве начал работу форум «Малая Родина. Сила России». Мероприятие проводится впервые среди участников и якутяне. Это главы наслегов и улусов республики. Новый год. В каждый дом пожилые люди. Региональное отделение соцфонда провело концерт в честь Старого Нового года в доме-интернате для престарелых. В Якутске идет подготовка к крещенским купаниям. На месте купаний будут дежурить спасатели службы спасения. В Якутске стартовало первенство республики по греко-римской борьбе. По результатам первенства чемпионы будут отобраны в сборную республики для участия в 8-х международных играх «Дети Азии». Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим», отметив, что общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей и укреплять систему социальных гарантий. Кроме того, президент отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей, настоящих патриотов во всех регионах России. Путин также подчеркнул значимость участия ветеранов в воспитании молодого поколения в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских и гуманитарных проектов. Мишустин призвал обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей. Перед российским автопромом стоят масштабные задачи. Уже в ближайшие несколько лет нужно обеспечить рост выпуска отечественных автомобилей и автобусов, в том числе через перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. Свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие 6 лет, сообщил Мишустин. В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны, подчеркнул премьер-министр. Сегодня в Ленске ситуация по сносу аварийного жилья после переселения аховая. Программа переселения работает с опережением графика. В связи с этим число пустующих домов растет постоянно. Заброшенные двухэтажки стали объектом внимания детворы, а также лиц без определенного места жительства. Бесконечно дома поджигаются, их разрушенный вид портит картину во всем городе. Но средств на их вынос не хватает. В прошлом году из районного бюджета на эти цели было выделено 13 миллионов рублей. Сегодня в городе 65 пустующих домов, еще 32 прибавятся к уже имеющимся после заселения на днях 2 девятиэтажек. И таким образом в общей сложности в городе будет 97 пустующих домов. С депутатами и районом мы, конечно, отработали, когда планировали бюджет этого года. 47 миллионов мы получим. На снос это порядка 20-22 домов. Этого, конечно, будет недостаточно, учитывая общее количество. Ну, надеемся, получится торговка, надеемся, получим еще поддержку с района, чтобы все-таки все дома в городе снести. В эти минуты в Москве начал работу первый всероссийский муниципальный форум «Малая Родина. Сила России». В нем принимают участие более 7 тысяч представителей местного самоуправления со всех регионов нашей страны. Среди участников и якутяне – это главы наслегов и улусов республики. Форум организован по поручению президента страны Владимира Путина. На площадке находится моя коллега Айсена Бурнашова. Айсена, привет! Расскажи, какую главную цель преследует форум? Надежда, я тебя тоже приветствую. Ну что ж, пожалуй, главная цель этого форума – объединить сообщество муниципальных сотрудников, глав муниципальных образований и, конечно, повысить престиж муниципальной службы. Ну и так как форум впервые проходит в нашей стране, интересного здесь довольно много. Например, если взять деловую часть форума, то она поистине может ответить на вопрос, а в чем же сила? Так вот, сила, по мнению участников и организаторов форума, в традициях, в людях и в развитии. Кстати, именно на эти 3 одноименные сессии также работают на этой форуме. Они разбирают вопросы нацпроектов, патриотического воспитания, социально-экономического развития. Одноименные сессии. Именно из них состоит деловая часть форума. У нас муниципалитеты – это в структуре власти, в единой публичной власти, это в первую очередь как авангард, то есть по работе с населением, по решению вопросов, проблем на местах. Без единства, без людей, без сохранения традиций у нас, к сожалению, будет развитие.
Делегации Якутии всего 160 человек, 155 из них это главы улусов и наслегов. Каждый приехал сюда не просто так, а чтобы узнать что-то новое. Отмечу, что это главы из каждого улуса нашей республики и каждого районного центра. То есть муниципальные образования сейчас остались, по сути, на ответственности их заместителей. Но на этот счет переживать не стоит, уверены якутяне. Главы здесь тоже работают в поте лица. Конечно, я доверяю своим работникам, потому что мы работаем единой командой. Да, мы прошли новогодние праздничные выходные хорошо, скажем так, подготовились, поэтому я оставил со спокойной душой. Это у меня первый форум будет в качестве главы. Я только вот приехал на такой форум впервые. Конечно, я хочу услышать, что говорят наши коллеги из других регионов. Конечно, хочется услышать об опыте арктической зоны Российской Федерации. Ну и так как форум проходит на ВДНХ в рамках международной выставки России, мы не могли не посетить стенд нашей республики. И вот сегодня новинка. Здесь появилась вот такая стена, где каждый представитель своего улуса, каждый глава может оставить свой след, свой отпечаток вот такими вот цветными красками. Мы видим, что Эвено-Бутантайский еще не отметился, Верхоянский улус еще не отметился, но все впереди. Форум длится 2 дня. Сегодня первый, завтра будет завершающий второй. И, кстати, завтра объявят финалистов национальной всероссийской премии «Служение». Эта премия впервые проводится в нашей стране, и это такой большой конкурс для муниципальных сотрудников. Так вот, в ней, в этой премии 10 номинаций, и на одну из них претендует якутянин, глава Тит-Арынского наслега Хангаласского района Григорий Дмитриевич Лукин. Он еще в 2018 году получил медаль за спасение человека, и в 2018 году он спас женщину, свою односельчанку, которая упала в ледяную воду, он ее вытащил, и трагической ситуации удалось избежать. И вот завтра подведут итоги этой престижной премии, и мы узнаем результаты. Так что, коллеги, будем держать вас в курсе всех новостей и, конечно, будем следить, кто же отметился на этой стене. Благодарю, Айсена. Будем с нетерпением ждать оглашения итогов премии. Напомню, с нами на связи из Москвы была моя коллега Айсена Бурнашова, а мы переходим к другим темам. Акция по повышению коммунальной грамотности у населения прошла в МФЦ «Мои документы» в Якутске. Дальневосточная энергетическая компания «Якутскэнергосбыт» каждое 15 число месяца проводит акцию «Грамотный потребитель». В рамках акции специалисты по расчетам консультируют население по нескольким вопросам: начисление пени, перерасчета за энергоресурсы, способы передачи показаний и другие. Во время проведения акции «Грамотный потребитель» вы можете подойти, задать интересующие вас вопросы по начислениям, по оплате, по передаче показаний счетчиков и произвести оплату за все коммунальные услуги. «Грамотный потребитель» – часть программы компании по повышению коммунальной грамотности среди населения. Для потребителей знать свои права, обязанности в сфере ЖКХ – это комфортно, выгодно и удобно. Лучший метод профилактики болезней – тщательный осмотр у врачей. Так, ежегодное обследование населения республики от 18 до 40 лет началось сразу же после новогодних праздников. Основная цель – выявление хронических неинфекционных заболеваний. Кто и как сможет проверить свое здоровье, разбирался наш корреспондент Тимур Колмогоров. Профилактическое обследование представляет из себя бесплатные медосмотры, анализы и ряд дополнительных методов обследования для оценки состояния здоровья человека. Кроме того, в медучреждениях с 2021 года предоставляют углубленное обследование для людей, переболевших ковидом. Тут идет общее все, смотрим, да, мы в первую очередь это профилактика, преждевременное распознавание хронических неинфекционных заболеваний, онкозаболеваний, выявление факторов риска, да, то при углубленной диспансеризации мы в первую очередь обращаем внимание на то, что поражает именно ковид, да, это у нас сердечно-сосудистые патологии, патологии органов дыхания.
Диспансеризация населения проходит в 2 этапа. Если во время первого этапа у человека находят какую-либо патологию, то в зависимости от ее тяжести направляют либо на второй этап исследования, либо на диспансерный учет или учет у участкового врача, либо напрямую к специалистам. Если мы находим впервые какие-нибудь серьезные заболевания, онкозаболевания, сахарный диабет или какие-нибудь такие высокий уровень холестерина, мы сразу 3-дневный срок мы направляем или записываем к специалистам. В этом году на диспансеризацию ждут тех, кто родился в 1985, 88, 91, 97, а также 2000, 2003 и 2006 годах. Все остальные могут пройти профилактический осмотр, который граждане, не подходящие по возрасту, могут проходить каждый год. Хожу на диспансеризацию, чтобы следить за своим здоровьем каждый год. Она очень важна, так как можно заранее выявить какие-либо заболевания и на раннем этапе их выявить, диагностировать и вылечить. Диспансеризация и полное медицинское обследование проводятся по всей республике, в любом медицинском учреждении. Данная профилактика будет длиться на протяжении всего года. Тимур Калмогоров, Григорий Охлопков, Якутск. Новый год в каждый дом, пожилые люди. Именно так звучит название акции, которую поддержало Якутское отделение Социального фонда России. Мероприятие проходит во всех субъектах страны. Как акция прошла в Якутске, смотрите далее. Сегодня сотрудники Якутского отделения Социального фонда во главе с руководителем Мариной Герман посетили Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Василия Прокопьевича Решетникова. Их силами был поставлен концерт в честь Старого Нового года, а также проведены конкурсы. Гости пришли не с пустыми руками, а с новой микроволновой печью. Мы выбрали подарок очень актуальный, нужный и в сопровождении, конечно же, 2 музыкальных номера. Это уже не первое наше посещение наших подопечных, можно так сказать, это получатели всех наших услуг по индивидуальной программе реабилитации, которые обеспечиваются средствами реабилитации. Поэтому при поддержке молодежного совета отделения социального фонда по республике и все специалисты, руководство, конечно же, приняли активное участие в этом мероприятии. Республиканский дом-интернат участвует не в первый раз в акциях, организованных региональным отделением социального фонда. Так, в стенах учреждения ежемесячно проводят различные мероприятия, которые поддерживают организации и индивидуальные предприниматели. Проявление такого внимания к пожилым людям, к людям с ограниченным возможностями здоровья очень ценно для нас. И такая благотворительность именно в поддержку акции «Новый год в каждый дом» для пожилых людей была проинициирована молодежным советом, и хорошо, что руководитель поддерживает такие инициативы. Молодежный совет отделения социального фонда уже провел акции «Елка желаний», «Корзина добра», «Новый год в каждый дом», «Семьи военнослужащих» и «Новый год в каждый дом. Дети». В прошедшую пятницу сотрудники посетили Капитоновский дом-интернат для престарелых и инвалидов имени Василия Ивановича Кононова. Сейчас как раз-таки мы пришли поздравить, подарили подарки. И были еще, мы охватили 2 дома-интерната престарелых инвалидами. Это Капитоновский дом-интернат и вот имени Решетникова. И в будущем, конечно, мы тоже будем участвовать во всех российских, а также и региональных акциях, не пропуская желательно. Отметим, что событие стало завершающим в декаде мероприятий, посвященных новогодним праздникам в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов имени Василия Прокопьевича Решетникова. Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Якутск. В Госдуме хотят смягчить условия для досрочной пенсии педагогов колледжей. Документ вносит изменения в статью 30 Закона о страховых пенсиях, позволяет работавшим более 25 лет преподавателям колледжей и училищ досрочно получать страховую пенсию по старости, независимо от возраста обучающихся студентов. Уравнять льготы для федеральных и областных сотрудников сенаторы и депутаты предложили еще осенью 2022-го. Инициатива призвана устранить неравенство специалистов, выполняющих идентичные задачи.
Начался прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель». Программа направлена на обеспечение педкадрами отдаленных школ. Так, учитель, переехавший на работу в сельский населенный пункт, либо поселок с населением до 50 тысяч человек, должен отработать 5 лет. Тогда он получает единовременную выплату – 1 миллион рублей. На Дальнем Востоке сумма составляет 2 миллиона. В Якутии данная программа реализуется 5-й год. За это время трудоустроили 72 учителя, в том числе 38 в арктических школах. В этом новом году в регионе выделено 17 квот. В данное время в Институт развития образования поступило 27 заявок. Мирнинское отделение Ассамблеи народов Якутии подвело итоги прошлого года. Оно объединяет 23 национально-культурных объединения, вносит неоценимый вклад в единение разных народов, в дальнейшее развитие духовных и культурных ценностей. Сохранять и приумножать в Мирнинском районе межнациональную стабильность, взаимопонимание, традиции дружбы и интернационализма – главная задача Ассамблеи на долгие годы. Мирнинский район – самый многонациональный в нашей республике, где проживают представители свыше 80 национальностей. Мы подводим итоги прошлого года и строим планы на год наступивший. Прошлый год, как и для всей страны, был непростым, и Ассамблея народов прежде всего сделала акцент на проведении социальных акций. Во время национальных праздников мы поддерживали ветеранов, поддерживали наши многодетные семьи, одиноких граждан и старались как можно больше помочь тем людям, которые нуждаются. И в этом мы видели смысл нашей деятельности в прошлом году. Одним из знаменательных событий, которые мы должны отметить, это реализация нашего проекта «Передвижная выставка. Победа одна на всех» о вкладе советского народа всех республик в победу 9 мая 1945 года. Мы считаем это своим вкладом. Мирнинская ассамблея была первой официально созданной в республике. За эти годы она накопила большой и бесценный опыт, который необходимо беречь и приумножать для будущих поколений. Я считаю, что это дружба народов, это все республики, которые были при СССР. Мы должны все быть такими же объединенными и стоять друг за друга горой, как и были раньше, потому что нас тогда никакой враг не сломит. Просто мы должны держаться друг за друга. Я считаю, что очень важны такие объединения, как у нас Ассамблея дружбы народов, и в других районах, улусах, и вообще в России, потому что это культура, это, еще раз говорю, что это дружба, и между нами нет никаких распри, не должно быть, как было раньше при наших родителях, дедушек и бабушек. Сегодня Мирнинское отделение Ассамблеи играет большую роль в укреплении и сохранении мира и согласия между народами, гармонизации межнациональных отношений и развития культурно-гуманитарного сотрудничества. Оно объединяет 23 национально-культурных объединения, вносит неоценимый вклад в единение разных народов, дальнейшее развитие духовных и культурных ценностей. Анна Васильева, Мирный. В Якутске на территории Зеленого Луга ведутся подготовительные работы к крещенским купаниям, которые пройдут 18-20 января. В настоящее время на Зеленом Лугу ведутся работы по очистке территории, обеспечению подъездных путей к крещенскому городку. Установлены ледовые фигуры. Работы по обустройству купели завершатся 17 января. 18 января состоится освящение купели, которую проведет архиепископ Якутский Еленский Роман. Для проезда к месту купаний размещаются временные дорожные знаки, будут установлены палатки службы спасения республики для обогрева и переодевания. До места проведения крещенских купаний будут курсировать автобусы от площади Марата. Стоимость проезда составит 40 рублей. С 22 января по 1 февраля в Якутске состоится Кубок главы республики по шахматам. Этап Кубка России по классическим шахматам среди женщин. Турнир проводится в республике во второй раз и в этом году станет вторым этапом по счету из 15 запланированных на 2024 год. Якутию представят наши сильнейшие шахматисты. Сыграют неоднократные чемпионы республики, мастера ФИДЕ Дмитрий Егоров, Гумар Моисеев, Владимир Топыров, Роман Ганжуров, кандидаты в мастера спорта Максим Попов, Денис Назаров и ряд перспективных молодых шахматистов. Общий призовой фонд составляет 1 миллион 240 тысяч рублей. Победители и призеры будут награждены уникальными кубками. Кроме того, будут учреждены специальные призы.
Ну а в Якутске стартовало первенство республики по греко-римской борьбе на призы первого мастера спорта СССР по классической борьбе из якутян Дмитрия Максимова. По результатам первенства чемпионы будут отобраны в сборную республики для участия в 8-х международных спортивных играх «Дети Азии». Также этими соревнованиями открывается третий этап республиканской спартакиады учащихся, и медали, завоеванные на коврах, пойдут в общий зачет команд в спартакиаде. Подробности в следующем сюжете. В советское время греко-римская борьба, или как тогда ее называли классическая борьба, развивалась в Якутии примерно на том же уровне, что и борьба вольного стиля. Но со временем греко-римский стиль отошел на второй план и начал возрождаться примерно 9 лет назад. За это время секции греко-римской борьбы появились во многих районах, а сам вид спорта включен во многие соревнования, в том числе и в спартакиаду учащихся «Спортивные якутяне». Третий этап – это республиканский этап. До этого прошли школьные и муниципальные этапы. И лучшие из лучших пришли сюда защитить честь своих улусов и округов. Спартакиада вообще всего в программу спартакиады включены 29 видов спорта. И первое соревнование по греко-римской борьбе, начинает третий этап спартакиады. 222 спортсмена из 17 муниципальных образований приехали на первенство. Ведь на кону стоят не только медали и баллы в общий зачет спартакиады. Победители первенства войдут в сборную республики и будут представлять Якутию на международных играх «Дети Азии» и бороться с сильнейшими спортсменами континента. Это олимпийский вид спорта. Это очень здесь 70 субъектов России здесь работают, так что мы тоже не так уж. У нас уже по молодежке чемпион России есть. Мы сейчас по взрослым у нас один ученик, Андреев Саша, уже начинает по взрослым выступать. Буквально завтра, послезавтра они будут уже на России выступать. У нас очень колоссальные возможности, у нас батлов очень много. О том, что греко-римская борьба развивается в Якутии, говорит даже тот факт, что на первенство приехал и спортсмен из далекого Булунского улуса. В этот раз один, но кто знает, может через год булунцы выставят на спартакиаду уже целую команду. Тяжело. Это греко-римская борьба. Но я хотел попробовать, как это может повлиять на мои статистику. Думал, так попробую. 3 дня тренировался, а потом уже сказали, ты пойдешь в спартакиаду. Я единственный представитель Булунского улуса. Завтра состоятся финальные схватки и определятся победители во всех возрастных и весовых категориях. После этого им предстоит еще более серьезная работа, ведь уже через полгода эти ребята выйдут на ковры 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» и будут бороться с сильнейшими противниками из других регионов России и зарубежных стран. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В Алдане состоялось открытое первенство по плаванию, ставшее первым спортивным событием года детства. Соревнования были районами, между тем к алданским пловцам присоединились сверстники из Якутска, Мирного и Жатая. Подробности в нашем следующем сюжете. Первым масштабным и ярким событием, объявленного в Якутии года детства, в Алдане стали соревнования по плаванию. Открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва прошло в бассейне «Энергетик». Соревнования стали массовыми. С алданскими пловцами силами померились ребята из других городов Якутии. 160 участников со всего района. Также у нас представители города Якутска, поселка Жатай, спортивной школы по плаванию. Детишки у нас разного возраста. Самые маленьким у нас 6 лет. Соревнования открыли самые юные спортсмены – дошколята и младшие школьники. Пловцам предстояло преодолеть заданную дистанцию свободным стилем и на спине. Наряду с контролем времени оценивалась техника плавания. За выходящих на старт ребят горячо болели товарищи по команде. Морально поддержать участников соревнований пришли близкие и друзья. Впрочем, родители волновались едва ли меньше, чем сами пловцы. Первые соревнования в жизни, я так вообще переживаю. Надеюсь, что мы добьемся каких-нибудь результатов. Даже если результат будет не тот, на который рассчитываем, все равно это результат. После реконструкции, продолжавшейся 9 лет, бассейн «Энергетик» впервые принял столь большое количество участников. В последний раз такие масштабные соревнования по плаванию в Алданском районе проходили более 20 лет назад. Сейчас спортивные традиции возрождаются. У нас же хорошие традиции были еще в бытность, когда это была собственность ЮАС, так сказать, ДРСК.
Очень много было хороших, талантливых спортсменов, были мастера спорта подготовленные. Очень много побед было наших. С открытием бассейна в 2021 году популярность водного спорта среди подрастающего поколения продолжает расти. И уже сегодня рассматриваются перспективы развития плавания. Мне кажется, уже в будущем встает вопрос о строительстве еще одного бассейна в городе Алдане, потому что на самом деле потребность в плавании, в развитии физкультуры и спорта в области плавания, она в Алданском районе растет. Заплывы проходили в течение 3 дней. Сильнейшие пловцы определились во всех возрастных категориях. В спорте, как известно, предела совершенству нет, и соревнования дали возможность каждому спортсмену объективно оценить собственные силы и понять, над чем еще необходимо поработать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.